Выборы президента России находятся в фокусе внимания не только российских политических деятелей и элиты. К ним приковано внимание во всем мире, в том числе и со стороны абхазского общества. Мы поговорили с нашими экспертами о том, как они оценивают уровень абхазо-российских взаимоотношений, в каких направлениях необходимо наращивать сотрудничество и о том, почему нашим гражданам, имеющим двойное гражданство, важно принимать участие в этих выборах. 30 избирательных участков откроются в Абхазии в день выборов президента России 17 марта. Большая часть в Сухуми. Жители Абхазии, одновременно являющиеся гражданами России, даже с истекшими паспортами, смогут принять в них участие. В нашей стране помнят, что именно нынешний лидер России Владимир Путин снял экономическую блокаду с республики в 1999 году. Много лет оказывается социально-экономическая помощь по линии российской инвестпрограммы. Ну и международная обстановка диктует свою повестку. Местные эксперты убеждены, Абхазия должна продемонстрировать свою причастность к главному политическому событию стратегического союзника самым активным образом. И выборы необычные по внешнеполитической ситуации, которая в мире сложилась. Во время войны идут выборы президента. Необычные потому, что сейчас как никогда президенту нужна поддержка всего общества. Ибо сложная ситуация не только в мире, да и внутри России. Как и у нас, так и везде. Сложная ситуация. Потому эти выборы, они необычны, потому что, еще раз повторяю, война, которая ведется сейчас на Украине, она не только российская, западная, это фактически не чуть ли какая-то подготовка к Третьей мировой войне. И в это время идут эти выборы. Значит, эти выборы имеют отношение. Значит, весь мир сейчас сконцентрирован на выборах в России. Это политический акт, но чрезвычайно насыщенный смыслом. Сейчас эти выборы покажут, в какой мере и степени российское общество мобилизовано, управляемо, целенаправленно. Война идет не только орудием, война ведется также, войну ведут люди. Вот каково их настроение, каковы их ценности, каковы смыслы, как они смотрят на будущее. То есть фактически это испытание. Вот эти выборы – испытание российского общества, а в том числе наше. Если вы обратили внимание, вчера или позавчера в Чечне был какой-то массовый митинг. На этот раз уже чеченцы открыто говорили, что мы будем голосовать за Путина. Это не говорится в российском обществе нигде. А чеченцы это сказали. А потому что важно сейчас не время коней менять при переходе. Для нас это имеет значение. Если, скажем, допустим, Россия проиграет эту войну, как мы себе мыслим вообще будущее? Вне российского мира, вне российского контекста. Какой же контекст мы найдем еще другой? Большое политическое мероприятие, которое будет 17 марта. Я знаю, что и власть, и оппозиция, блок оппозиционных сил обратился к народу, и АРУА, и АНД, и АПСН, партия, и Форум Народного Единства принять активное участие в голосовании 17 марта по выборам президента России. Мы призывали
всех и призываем еще раз, и я лично призываю, что мы должны поддержать в этот трудный момент и руководство Российской Федерации, и призываю прийти, проголосовать. Это больше выборы или это больше референдум о доверии курсу нынешнего президента России и отношении народа к специальной военной операции? Вот на ваш взгляд, как? Как бы вы это расценили? Ну, знаете, я первый раз услышал такую формулировку от вас, и спасибо. Я считаю, что она звучит очень так четко и обоснованно. В какой-то степени, да, мы выражаем поддержку курсу России на независимость, на собственную внешнюю политику, на собственное достойное место в международном сообществе, на все те процессы, которые сегодня идут в России. Да, эти выборы, скорее всего, вы правы, это своего рода референдум, в котором мы выражаем нашу поддержку. И поэтому, я думаю, очень важно, чтобы мы максимально активно приняли в нем участие. И все те, кто могут голосовать, должны посмотреть на это, тем более сегодня, это очень важно, не так, как это какие-то выборы в России, на которых мы можем голосовать или не голосовать. Вы видите, такое время, когда мы не можем оставаться в стороне, да мы и не остаемся в стороне от всех этих процессов. И мы в одной связке, мы вместе. Идет борьба коллективного Запада против России и ее союзников. Абхазия и Россия – союзники. Турбулентный период мы проходим вместе, но это не мешает динамично выстраивать абхазо-российские отношения. Состояние абхазо-российских отношений находится на прекрасно высоком уровне. Несмотря на то, что бывает в обществе, проскальзывают некоторые такие суждения о том, что есть какой-то кризис, происходят какие-то противоречивые заявления. Но я считаю, что для двух стран мы, естественно, находимся в таком сложном, турбулентном периоде сейчас, и я имею в виду глобальном, внешнеполитическом. И даже на фоне вот этой турбулентности и коллективной западной войны против России, естественно, против ее союзников и Абхазии, наши отношения как никогда крепки и находятся на высоком уровне. Наши союзнические стратегическое партнерство не имеет альтернативы и радует. А так, конфетно-букетный период наших отношений, наверное, прошел, и мы уже должны, естественно, строить свои отношения более так серьезно, прагматично и защищая интересы своих народов и, естественно, находя точки соприкосновения по тем вызовам, которые стоят перед всеми нами, перед новыми вызовами. Абхазии необходимо четко формулировать свои интересы и доводить их до стратегического союзника. Только открытый и откровенный диалог сможет снять чувствительные вопросы, которые возникают и, несомненно, еще не единожды возникнут между нашими странами. Надо понимать, что опыт взаимовыгодного сотрудничества нарабатывается годами. Трудно назвать сферы, в которых мы и Абхазия, и Россия не дорабатываем. Их может быть много. Есть много сфер, которые можно было бы улучшить. Но я хочу сразу сказать, что основной проблемой в развитии вот этих всех сфер сотрудничества, как в отношении государств, так и в отношениях между людьми, это откровенный диалог. Мы должны друг другу, не стесняясь, говорить о тех проблемах, которые мы видим, о том, что мы хотим изменить, о том, как мы видим будущее этих отношений. Да и вообще абхазо-российские отношения нельзя рассматривать одномоментно и сегодня. На это надо смотреть в перспективе и желательно максимально долгосрочной. Все государства рассматривают свои отношения с другими странами, которые для них являются важным стратегическим союзником, партнером и так далее. А тем более, когда это сосед, и тем более, когда это самая большая страна в мире. Надо строить эти отношения, конечно, с перспективой на много лет вперед. Сотрудничать мы должны по всем сферам, по всем направлениям.
экономике, безопасности. У нас очень много соглашений подписано, они должны наполняться содержанием реальным. Это в интересах Абхазии, нашего народа, в интересах России, и мы должны развивать наши отношения в будущем. Мы должны понимать, вот если начать сначала, вот как бы сказать, что Абхазия, Черноморский регион, где мы находимся, он на самом деле вокруг нас страны, которых потенциал гораздо больше, чем у нас. Мы не можем здесь никому угрожать. Ни наш ни людской потенциал, ни экономический потенциал не позволяет как-то набрать силы и угрожать там кому-то агрессией. Мы всегда, в истории Абхазии, мы подвергались агрессии со стороны наших соседей. Вековая мечта абхазского народа, чтобы мы были признаны благодаря Российской Федерации, свершилась. Это и безопасность нашей страны гарантирует Российская Федерация. Мы это должны очень высоко ценить. И это не значит, что мы должны сидеть сложа руки, мы должны развивать свою армию, совершенствоваться, потому что, естественно, когда мы будем сильны в экономическом плане, с нами будут считаться, и даже союзники будут с нами по-другому разговаривать и относиться. Все дело в нас. Для того, чтобы мы завтрашний день с надеждой смотрели. У нас очень много примеров вокруг. Тот же пример Нагорного Карабаха. Если бы, например, Карабах был признан Российской Федерацией, там были заключены такие же договора, как у нас, там находилась российская база, я вас уверяю, что такой трагедии там бы не было. Вот политика Владислава Ардзинба, человека, который очень далеко смотрел и видел, оно привело к признанию со стороны Российской Федерации. И это огромное, наше достижение огромное, которое мы должны всегда, как бы сказать, развивать и идти дальше. Вы знаете, мы не должны как бы в панику вдаваться или еще что-то такое изображать, если у нас произошли какие-то непонимания. Всякое происходит, в семье происходят разные непонимания, и между государствами тоже. Конечно, нам неприятно было услышать, что когда МИД призывает к тому, что там не посещать Абхазию, потому что слишком гуманно абхазское правосудие относится. Все это происходит, опять же, по нашим проблемам, потому что на самом деле мы переписываем законы, которые сами удивляемся, что 4 года может человек, который изнасиловал, избил, ни один наш гражданин не согласится с тем, чтобы за 4 года выпустили человека за такое преступление. У нас такие законы. Я не говорю, что Верховный суд нам нарушил закон. Ну, не нарушил закон. Спрашивается, почему у нас такие законы? То есть мы все бы потребовали бы более жесткого наказания. А потому что мы переписываем законы. Переписывать же легче, чем их... Конечно, куда-то заглядывают все когда-то, когда пишут законы, но мы должны все-таки понимать, и наша ментальность, наше отношение ко всем этим вещам должны отражаться в наших законах. Тогда эти законы будут справедливыми и исполняться будут. Российско-абхазские отношения, они, собственно, возникли не сейчас. У нас есть история, у нас есть традиция. Российско-абхазские отношения были хорошие, и они должны стать еще лучше. Но есть факторы, которые нами не испытаны, и России тоже не испытаны. Есть такие факторы. Россия большая страна, а Абхазия маленькая. Слишком они асимметричны. Как думает русский о себе и о нас, как мы думаем о себе и о русских, они отличаются друг от друга. Здесь это даже сказывается, потому что у нас нет опыта партнерских отношений с такой великой страной, как Россия. Но и у России тоже нет опыта
строит партнерские отношения с такой маленькой страной, какой является Абхазия. Значит, с другой же стороны, вот эта асимметричность, она поучительна и для нас, и для них. В конце февраля парламент Абхазии законодательно обязал исполнительную власть заблаговременно информировать депутатов о планируемых к подписанию проектах международных договоров. Это касается и межведомственных соглашений. Все это нужно для того, чтобы в будущем не возникало неприятных сюрпризов и напряженности по подписанным между Абхазией и Россией документам. Правильное решение принял о том, что он все эти договоренности межведомственные страны и дальше без предварительного согласования в парламенте не будут. Это говорит о том, что о другой проблеме. О другой проблеме, что у нас у исполнительной власти слишком много полномочий, у президента в том числе. И мы 20 лет говорим о том, что надо вот эту несправедливость и убрать, и сделать более такой баланс ветвей власти. И вот такая вот вседозволенность, которую мы дали президентским полномочиям, другим ведомственным, они могут, люди, скажем, некомпетентные, непрофессиональные или не понимающие какой-то меры, они думают, что, может, делают что-то хорошее, а делают на самом деле, не проведя анализ, самоличные решения принимают. Нельзя самоличные решения в таких вещах принимать. Это надо, как русской поговорке, там, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать, а может быть и 100 раз отмерить. Вот мы, к сожалению, натыкаемся на такие вещи. И это все будоражит население, оно вызывает какие-то такие чувства. Ну, вы представляете, как, да, ну, вот представляете, как там Росгвардию там позвать там, в связи с тем, что здесь у нас какие-то... Ну, во-первых, ты расписываешься, что в собственной стране даже твой внутренний суверенитет ты не можешь реализовать. Это раз. Во-вторых, не дай бог, если кто-то, у нас другие законы, вы знаете, что у нас армия резервистов, у людей оружие, вот погибнет какой-то росгвардеец, 2 или 3, что, как мы будем, как к этому, это что, международный скандал с Российской Федерацией? Ну, это же такая глупость, это настолько не продумано с разных сторон, понимаете? И я думаю, что и россиянам надо подсказывать в свое время, что это может вот к этому привести, там, это не надо делать. И как это вообще возможно? Мы должны быть более активны тогда в своих предложениях. Слушайте, мы должны не то, что более активными быть, мы должны все свои предложения провести через анализ какой-то, понимаешь? Профессионалы должны работать над документами, проводить анализ. У нас бы не было бы, например, по госдаче, сколько вызвала эта ошибка, которая по координатам была внесена. Ну, представляете, какие трудности, уже ратифицированный в России документ, а мы уже знаем, что там введена ошибка. Она, может, механическая произошла. Почему? Потому что решали там, один человек решал в госком имуществе, или он там кому-то показал, те не посмотрели, как это надо было. Мы пока говорили о этой реформе власти, в той же Российской Федерации изменили Конституцию путем референдума. И уже там правительство или министров без парламента не может назначить президент. Уже к смешанной системе правления перешли. А у нас, даже у некоторых монархов Востока нету столько полномочий, сколько у нас есть у президента страны. Это все приводит к тому, что мы все время на одни и те же грабли натыкаемся. Есть такие болевые точки. И я скажу, слава Богу, что есть такие болевые точки, ибо они тоже поучительные. Если в вашем организме где-то что-то болит, он занимает ваше внимание к себе, обратите на это внимание. Если у нас есть болевые точки, то это как раз сближает, то есть заставляет нас, и русских, и абхазов, друг друга понять. В этом перспектива.
Близится летний курортный сезон, и снова актуализируется проблема перехода через госграницу по реке Псоу. Пассажирский трафик на автомобильном пункте пропуска Адлер в летние месяцы превышает его пропускную способность аж в 7 раз. Модернизация моста пока в проекте, а аэропорт в Сухуми на этапе строительства. Надо открыть больше экономических ворот. Нужна дорога на Северный Кавказ. В этом убежден Тимур Надарая. Я когда-то слышал о том, что насколько будет усилена граница с Грузией, настолько там будет меньше нарушителей. От этого зависит ослабление режима на границе Псоу. Вот было такое, что я сейчас вспоминаю, когда я главой Гальского района начал работать, там 3000 нарушителей в год. Это только тех, кого мы могли поймать пограничники. Еще столько же проходили, скажем, не пойманные. Ну, это вообще сито, не граница. Но мы в свое время, вот, и это не моя заслуга, это заслуга пограничников, но добились того, что до 120 нарушителей, которых доходило. То есть смогли когда-то. Потом пошла вот пандемия, люди начали, со стороны Грузии граница была закрыта, люди начали там переходить, перебегать, и опять количество очень выросло, тоже опять до 3000 нарушителей, которых задерживали российские пограничники. Вот когда у нас граница с Грузией будет как бы на хорошем замке, мы этот вопрос на самом высоком политическом уровне можем поставить о том, чтобы ослабить эту границу. Или, скажем, в будущем, если нас Белоруссия признает и в рамках союзного государства, может быть так же, как граница с Белоруссией, то есть выборочный контроль будут проводить пограничники. Конечно, нам была бы важна дорога на Северный Кавказ через Кавказский хребет. Это тогда Абхазия опять стала бы сквозной, и у нас были бы другие, конечно, экономические возможности. Но так что мы сегодня довольствуемся тем, что у нас есть. Но я там видел, какие-то реконструкции идут, и старый мост в этом году, по-моему, будут запускать. То есть еще какой-то дополнительный пропускной пункт появится, и может это чуть-чуть облегчит. Если аэропорт будет работать, это тоже как бы облегчение. В отношениях очень важно откровенно обсуждать многие проблемы. И многие такие вещи для самой России, они незаметны. Россия огромная страна, ее границы, Россия не имеет границ, как сказал президент России Владимир Путин. В нашем же случае мы должны говорить об этом с нашими коллегами, я уверен, что это можно решить очень, очень просто и быстро. Мое отношение к этой границе, конечно, как у большинства населения, нам хотелось бы, чтобы это было проще и быстрее. И я думаю, для этого есть все возможности и все предпосылки, чтобы переход границы сделать максимально удобным и упрощенным, и еще быстрее. Тем более в период, когда мы ждем огромное количество туристов и гостей. Выборы президента России пройдут на фоне СВО. В этих условиях стремление Российской Федерации к формированию многополярного мира, где будут учитываться интересы и малых народов, для Абхазии не имеет альтернативы. На Украине сколько нерусских воюет, сколько из них награжденных. Все эти, значит, вы понимаете вообще, на территории России как много народов, разных людей живущих. Ни в одной стране такого количества разных этносов, разных племен, народов и так далее вы не найдете, сколько можно найти на территории Руси. Недавно я смотрел передачу, где откуда-то из северо-восточной Сибири приехал человек на приеме к президенту, тот его приглашал в гости на оленях, говорит, я вас покатаю. Понимаете, значит, то есть живут эти этносы, другие народы живут, они своего языка не забыли, даже они свою одежду не бросили. Свои навыки, умения, ничего они не бросили. Никто у них не отнимает. Значит, они это все они сохранили себя. Теперь возникает еще и другой вопрос. Конечно, скажем,
северо-восточной Сибири и Абхазию не сравнит. Территориально, географически сравнить. Здесь пересекаются очень много разных тенденций и так далее, но тем не менее, что я хочу сказать. Россия не заинтересована в их растворении. Вот это чрезвычайно важно. Не заинтересована с точки зрения культуры. А это англосаксы, да, они вообще уничтожили их. Местных аборигенов они уничтожили. А в России вот эта модель, так называемый плавильный тигр, модель, которым пользовались англосаксы, в России это не наблюдалось. Это уникальная страна, которая сохранила такое множество этносов на протяжении столетий. У них и письменности не было, у них школ не было, образования не было. Создали, они в русских школах учатся. У некоторых нет ни письменности, ни другой и так далее. Но они сохранили себя. Значит, это мы наблюдаем здесь, в России. Значит, если Россия не хотела бы их сохранить, они могли растворить в себе, но они этого не сделали. И живут они вместе уже не одно столетие, а несколько столетий. А у нас в этом плане, конечно, преимущество большое. У нас, видите, у нас и культура, она была и профессиональная, элита была профессиональная. И сейчас тоже мы имеем большие перспективы в этом направлении. Россия нам не мешает, она помогает. Да, кто-то, конечно, среди русских найдутся, который хотел бы здесь иметь там дачу или еще что-то такое, недвижимость. Сейчас все устремились в капитал. И в России это наблюдается, и у нас это наблюдается. У нас тоже есть абхазцы, которые трезвонят, что они абхазы, но они готовы продать и землю, и дом, и все, что хотите. Потому что ценности поменялись. Россия, вы знаете, сегодня воюет, и абсолютно понятно, что некоторые вещи она очень так болезненно воспринимает, скажем, с тем периодом, когда не было такой войны. Она истекает кровью против Российской Федерации напрямую 52 страны. Мы в наших договорах говорим о том, что мы будем проводить скоординированную внешнюю политику. Если мы проводим, согласно нашим договорам, скоординированную внешнюю политику, естественно, мы во всем этом противостоянии ближайшие союзники и друзья Российской Федерации. Сегодня она, как мы нуждаемся в ее помощи, так и она нуждается в нашей поддержке, и мы должны все, что от нас зависит, и все, что мы можем делать для того, чтобы поддержать Российскую Федерацию в этой вот борьбе за многополюсный мир, за то, чтобы уважалось мнение и малых народов, и тех, которые хотят жить свободно, имеют свое мнение, свой взгляд. Это не значит, что мы там должны утопать в российских объятиях и там полностью там лечь, там, да, раствориться, да. Нет, абсолютно нет. И это зависит уже от нашей власти, от нашего народа, как мы отношения выстраиваем. Но они должны быть самыми добрыми, искренними. На глобальном уровне, если мы говорим о сотрудничестве Абхазии и России, которое в этом глобальном сотрудничестве Абхазии, так же как и со всем миром, но Россия, естественно, должна занимать приоритетное место, потому что это наш стратегический союзник, сосед, братское государство и так далее, и так далее. И поэтому каким оно должно быть? Оно должно быть максимально взаимовыгодным, открытым, откровенным. Мы должны учитывать и уважать интересы друг друга. В принципе, то же самое сейчас и происходит. Абхазии нужно говорить со всем миром, продолжать проводить дипломатическую работу по международному признанию независимости нашей страны, развивать международные контакты, уверен Максим Гвиндже. Я уже проводил такую параллель, что государство — это так же, как и люди, так же, как и личности. Невозможно ограничивать себя от сотрудничества с другими. Так же, как человек не может существовать в полной изоляции. Ему нужно общение, ему нужны друзья, ему нужны новые знания, новые возможности.
Да, по большому счету Россия настолько огромна, что для Абхазии это целый мир. Но тем не менее, мы давно уже ведем эту политику по достижению международного признания, и она очень важна. Мы ищем друзей по всему миру, и мы не дружим против, мы дружим за. И сейчас, когда идет процесс вот такой вот конфронтации глобального Запада с глобальным Югом, так называемым, да, или Востоком, и даже в этот период нам особо важно не терять связи с остальной частью мира. Поверьте, специальная военная операция, она закончится, отношения между странами восстановятся. А что нам делать в этом случае? Ни с кем не общаться и не дружить. Поэтому в плане развития международных контактов я уверен, что мы должны продолжать действовать так же активно, как действовали раньше, достигать международного признания, развивать экономические связи со странами, которые нас признали, развивать экономические связи со странами, которые нас не признали. Это тоже, вы знаете, в вопросе признания нашей независимости многие страны готовы пойти на этот шаг, но не могут этого сделать из-за жесткой позиции лидеров вот этого западного мира, в частности США, который не стесняется своих методов давления на те страны, которые хотят с нами сотрудничать. А вот это заявление МИД Германии, которое недавно прозвучало? Ну, вы знаете, за годы нашей борьбы, да, по достижению международного признания, за годы наших попыток донести нашу позицию до мировой общественности, вот таких заявлений было масса уже. Это ничего не значит. Как вы понимаете, сегодня во главе немецкого внешнеполитического ведомства, мягко сказать, находятся люди, которые не очень соответствуют этой должности. Я помню другие времена, когда немецкие дипломаты были более сдержанными, более, так сказать, профессиональными. Поэтому выступление, заявление МИДа Германии, учитывая то, кто руководит этим МИДом, да, меня абсолютно не удивляет, что есть такого. А вас удивило заявление МИДа России по поводу ситуации, когда не отпустили, изменили сроки отбывания наказания одному из людей, который покушался? Да. Вообще, да. Это какие-то последствия для нас могут быть? И это заявление меня тоже не удивило. Но это все, поверьте, это взаимоотношения, взаимодействие двух стран. И бывают и такие моменты, когда, несмотря на то, что мы союзники и стратегические партнеры, так сказать, бывают такие моменты, когда у нас всплывают некоторые шероховатости. Самое главное не концентрироваться на этих шероховатостях, а попытаться их совместно решить. Итоги выборов президента России отразят отношение граждан страны к тому, как власть справляется с внешними вызовами и насколько она эффективна. Абхазия своими голосами мало чем повлияет на их результаты. Это скорее акт гражданской позиции и неизменности поддержки союзнических отношений.